Абдул-Гафур Мухаммад, рахималлаху, хотя бы, да, вот чувствуя, что скоро ему, наверное, придется переселиться в мир иной, его это не волновало. Мы его отправляли в самые сложные районы, где разногласия, где споры, самые сложные. С этих населенных пунктов, с этих районов, представьте, ни одной жалобы не поступило. Всегда говорил, что бы ни случилось, будьте мужчинами, бихинал внука. После перестройки у людей была необходимость получения знаний ислама. И в это время, именно это время, как раз вышел Мухаммад. И он своими проповедями, уроками, можно сказать, ходил везде, преподавал. Мухаммад Хаджи, сын Абдул-Гафура, родился 14 февраля 1960 года в селении Батлух нынешнего Шамильского района. С 1998 года Мухаммад Хаджи отправился работать имамом в село Дылым. Затем в 2001 году был отправлен преподавать в мадресе села Асаб, в 2002 в Гацатель, в 2003 году в Карата, в 2004 году в Голотль, в 2005 году в село Ансалта, через полгода в Кокрек, в 2006 году в Нечаевку, в 2007 году в микрорайон Ботлиха, в 2009 году его назначили районным имамом Унцукуля, а в 2010 году назначили имамом города Буйнакск. Абдул-Гафур Мухаммад, рахимахуллах, начал свою учебу в 80-е годы. После окончания школы он приехал в Буйнакск. Времена были, конечно, нелегкие. Несмотря на это, Мухаммад, рахимахуллах, отличался особым усердием и особыми успехами в учебе. Как мне известно, основным муаллимом, то есть учителем его был Куяха Мухаммад, Асса Мухаммад, рахимахуллах. Также учился он у разных известных алимов Дагестана, таких как Абау Хаджи, рахимахуллах, Дарвеш Хаджи, Усман Хаджи из Галева. Человек, который всегда находился на старте, всегда был готов выполнить поручения старших, поручения своих имамов, своего муфтия. Настолько была исполнительность в этом человеке, что я уже знал, что желание муфтия для него было как поручение. Он ничего не переспрашивал, он ничего не говорил. Он знал, что его отправляют туда, где нужно делать дават. Мы его отправляли в самые сложные районы, где разногласия, где споры, самые сложные. С этих населенных пунктов, с этих районов, представьте, ни одной жалобы не поступило. Такие, где чрезвычайная ситуация, именно туда мы его отправляли. И он блестяще справлялся со всеми проблемами. Вот такой случай был. Когда он в селении работал, на чердак сделал. Пришли ребята с духовного управления, что муфти говорит, хочет его отправить в Карат-Ахвак. Он слез с чердака, оставил работу, пошел в Ахвак. Сразу, не откладывая. Вот так, кто подчиняется в это время? Были у него время, когда за один день он успевал, у него бывали уроки и в Делиме, и в Нечаевке, и в Буйнакске. За один день. И он успевал. Утром, после утреннего намаза урок в Буйнакске, обедом в Делиме, вечером в Нечаевке. Абдул-Гафур Мухаммад, рахималлаху, хотя бы, да, вот чувствуя, что скоро ему, наверное, придется переселиться в мир иной, его это не волновало. Наверное, это потому, что он на этом свете ни к чему не был привязан. Из-за чего же боялся наш пророк? Он сказал: «Боюсь, что вы разбогатеете, что вы полностью предадитесь мирским благам и оставите вашу религию». Не сказал, что боится за бедность, ведь именно бедность сохраняет нашу веру, религию. Это означает, что богатство причинит больше вреда нашей религии, чем даджаль. Раздался звонок.
И я почувствовал, что что-то необычное. Поднимаю, там неопределенный номер и голос Мухаммада Расула. Он говорит: Шамиль, Мухаммад, Мухаммад. И третий раз, еле говоря Мухаммад, этот голос исчез. Я сразу оделся, выбежал, приезжаю, уже заметили, что произошло. Пророк, алейхиссалату вассалам, не стало, ислам не остановился. Сподвижников не стало, ислам не остановился. Многих людей, хороших людей убили, ислам не остановился, потому что это религия Всевышнего, и он на себя взял обязанность его распространить, что и на сегодняшний день мы видим. И как только не стало Мухаммада, я начал собирать про него книгу. Вот эту книгу через год после его кончины шахидом издал эту книгу. В этой книге его биография, значит, здесь воспоминания алимов про него. Я клянусь, что мы не потеряли этих людей. Мы не Саида Афанди не потеряли, Кудусиру, ни Кура Мухаммада, ни Абдуафр Мухаммада, ни Саид Мухаммада Абу Бакарова. Мы их не потеряли. Их потеряли те люди, которые вовремя к ним не приблизились и не узнали, кем они в действительности были. Относительно нас и этих людей, которые мы любили, это просто временная разлука. Надеемся, что мы, иншаллах, возле хауза пророка, алейхиссалам, встретимся с ними. Они ушли, баракат их остался здесь. Благодаря их бараката у нас, можно сказать, бараката алиму, шахиду в Дагестане, сохранился мир, спокойствие. Мы хорошо живем. И за это благодарим Аллаха.